На ТНВ «Время новостей Татарстана», в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем в этом выпуске. Слушала и обещала помочь. Я обращаюсь к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. О визите уполномоченного по правам человека в России в Казань. Альбина Асылгараева. Слежка барж через спутник. Подключены, отключились, не дай бог, вышли за границу. О том, как экологи контролируют сплав средства через воздух, сушу и воду. Альбина Минибаева. Тандем теологии и информационных технологий. Религия, наука – это едино. Без этого не бывает. Готова ли Булгарская исламская академия встречать студентов, расскажет Александр Севастьянова. Татарстан ожидает грозы и шквалистый ветер. Гидромедцентр объявил штормовое предупреждение. Завтра ливни, возможен град и шквалистый ветер. Москва уже приняла первую волну урагана. Сегодня днем в столице уже прошел сильный дождь с грозой. Фотографии выкладывают в соцсети. Есть сообщения о повреждении самолетов. Молния ударила в них при посадке. Татарстан ждет грозу под утро. Завтра, начиная с утренних часов, начиная с западных районов, мы также ожидаем на территории Республики Татарстан и в Казани, в частности, дожди, местами сильные, ливни, в отдельных районах возможен град. Помочь попасть в реабилитационный центр, усыновить ребенка и получить лекарства жителям Татарстана обещала сегодня Татьяна Москалькова. Уполномоченный по правам человека в России прибыла в Казань. График работы насыщенный. Обо всем по порядку. Альбина Асылгараева. До последнего мне помогало государство. Надеюсь, что сейчас не оставит меня. Анастасия Зуйкова вот уже 1,5 года живет с редким тяжелым заболеванием крови. И если не принимать лекарства, может наступить смерть. Препарат стоит 25 миллионов рублей в год. Вот уже 3 месяца Анастасия без лекарства Минздрав республики перестал обеспечивать. Сейчас я делаю переливание крови, но чтобы хоть как-то улучшить немножко свое состояние. Уполномоченный по правам человека обещала помочь. Написать запросы в Министерство здравоохранения Татарстана и страны. Причем в короткие сроки. Как и в случае с Андреем Чугуновым. Работает и ездит за рулем капитан баскетбольной команды, но инвалид первой группы. Именно поэтому им с супругой не дают усыновить ребенка. По закону не положено. Можно сказать, уже третье дыхание такое. И вот каждый раз как бы преодолеваешь какие-то препятствия. Буду бороться за изменение этого правительственного акта с тем, чтобы предоставить возможность людям обрести вообще второе дыхание. Некоторые обращения не терпят отлагательства, а потому Татьяна Москалькова решала их на месте. Дочери жительницы Казани не дают инвалидность и не берут на реабилитацию. Уполномоченная тут же связалась с министром социальной защиты республики по телефону. Когда это можно сделать? В какое время вы принимаете? Сегодня может прийти. Спасибо большое. И, пожалуйста, рассмотрите возможность помочь. Охрана здоровья и оказание медпомощи – главная тема визита Татьяны Москальковой. Как раз об этом она говорила и с премьер-министром республики Алексеем Песошиным. А о том, как оказывается экстренная помощь правозащитнику, показали на примере городской больницы номер 7. Здесь экскурсию провели для уполномоченных по правам человека по Приволжскому округу. Они приехали в Казань на координационный совет. Независимая медицинская социальная экспертиза, о которой сегодня шла речь, крайне необходима для того, чтобы людям можно было куда-то обжаловать группу инвалидности и вообще признание инвалидом или нет. Сегодня новые нормативные правовые акты значительно сузили количество, перечень заболеваний, по которым признаются граждане-инвалиды. Особенно это коснулось детской инвалидности. Такие встречи – возможность рассмотреть дела, которые на уровне региона решить сложно. Таким составом собираются раз в полгода. Все вопросы, о которых говорили на совете, будут оформлены в документ и направлены в аппарат уполномоченного в Москву. Альбина Асылгараева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Они тоже ждут помощи. Жители поселков Мирный, Петровский, микрорайона Горок почти 7 лет лишены маршрутов номер 69 и 69А. Общественный транспорт ходит редко, и брать его приходится с боем. У исполкома свое экономическое обоснование. Маршрутные листы изучила Альбина Минибаева. Писали около 200 писем во все инстанции, включая город Казань. По меньшей мере килограммов 10 писем и обращений. Жители поселка Мирный больше 5 лет пытаются вернуть маршруты 69 и 69А. Только пока от этих писем толку мало. Пенсионеры, как и 5 лет назад, подсчитывают расходы на проезд. На 3-4 транспортах ехать — это 100 рублей туда, 100 рублей обратно, 200 рублей в один день надо.
Это же кошмар! Инвалиды, значит, не может посадить. На общественный транспорт здесь порой объявляют охоту, словить его вовремя. Настоящая удача. На остановках дачники, жители с детьми и инвалиды. После сокращения маршруток здесь знают цену каждого километра. Лично трачу 1,5-2 часа в одну сторону, 1,5-2 часа в другую сторону, чтобы проехать 14 километров. Последний раз маршруты 69 и 69А проезжали по улицам поселка Мирный 7 лет назад. А вот информационная табличка относительно свежая. Тем не менее, несуществующий маршрут 69А до сих пор на табло. По Мирному курсируют 23 и 56 маршруты. И по мнению исполкома, больше это уже экономически невыгодно. Жителям в последнем письме так и отписали, а нам повторно подтвердили. Для нормальной работы маршрута необходим постоянный пассажиропоток. За день не менее 4000 человек. Многочисленные обследования показали, что в направлении микрорайона Горки и обратно в течение дня следует порядка 290 человек. Указанное количество пассажиров не образует устойчивого пассажиропотока и не обеспечивает стабильную работу автобусного маршрута. Но жители Мирного возражают, приводя аргументы числами. А еще в поселке Петровский, Кияшлы, Борисково, Майский, 33-й военгородок. Значит, где-то только в этом районе 60-70 тысяч народу нуждается в этом автобусе. Ради экономии жителям остается преодолевать километры дорог пешком и продолжать писать письма, требуя вернуть утерянные маршрутки. Альбина Миневаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В Татарстане повышаются тарифы за жилищно-коммунальные услуги. Изменения начинают действовать уже завтра, и некоторые пункты платежек заметно меняются. Подробнее о том, что и насколько дорожает, Рамиль Шайдулин. Топить и пить станет дороже. Свет, газ, тепло и канализация подорожают в среднем на 4%, и это вновь пришлось на середину лета. ЖКУ по-новому будут рассчитываться уже завтра. Пока рост пойдет плавно, новые цифры в платежках татарстанцы увидят в августе. А вот заметно возросшие ближе к зиме с началом отопительного сезона. И в счет-фактурах появятся платежи за тепло. За газ, начиная с 1 июля, татарстанцы будут платить 5 рублей 48 копеек за кубический метр. За электричество 3 рубля 56 копеек, а за тепло 1648 рублей за 1 гигакалорию. Рост цен на ЖКУ ежегодный и проходит по всей России. Рамиль Шайдулин, ТНВ, Казань. Маячки ГЛОНАСС в помощь экологам, чтобы контролировать водные границы добытчиков. С этого года все компании, которые пользуются недрами, обязаны отображаться в единой информационной системе. Это помогает экологам контролировать работу барж на акваториях. Экологи на воде, высматривая тех, кто пользуется водными ресурсами и недрами. Объезд Куйбышевского водохранилища ежедневный, рейд на сутки, а то и больше. Патрулирование идет не только по воде, вот как вот сейчас, но и по воздуху, и по суше. Обычно экологам поступает сигнал или жалоба, дальше они уже выходят на рейд. Вот сейчас мы подплываем к барже, которая добывает песок. На самом деле очень холодно. Погодные условия не имеют значения, когда речь идет о сохранности недр земли. За прошлый год компании-добытчики нанесли ущерб природе на 40 миллионов рублей. Чуть отклонились от разрешенных координат, нарушили лицензионные условия. Самое главное — это лицензия на право пользования недрами в Республике Татарстан. То, что вы выдаете, собственно. Да. Вот смотрим на онлайн-режиме то, что он находится в лицензионном участке. Система ГЛОНАСС на каждом плавсредстве. Это в помощь экологам. Таковы условия работы для добытчиков с этого года. Маячки дают сигнал только экологам. Вообще не имею права лазить. Все они делают. Все у нас это делается через интернет. Все проверяется. В этом году на одну компанию силами экологов заведено уголовное дело. Под штрафы попадают даже те, кто не отклонялся от курса, а добыл больше положенного. Тут в помощь экологам идут уже топосъемки. Мы можем вычислить, сколько они добыли. Если они выходят за пределы своих норм, то это тоже привлечение к административной ответственности. Сезон добычи для барж до осени столько же продлится и контроль со стороны инспекторов. И сейчас все баржи сняты с нерестовых мест. Альбина Миневаева, Азат Самигуллин, ТНВ, Казань. Религия и наука станут одним целым. В Болгарской исламской академии учить будут по последним технологиям. Впервые в этих стенах сегодня собрались духовные деятели и ученые. Здесь прошло заседание Совета по исламскому образованию. Когда аудитории заполнят первые студенты, расскажет Александра Севастьянова. Здесь все есть.
История религии, мусульманские святыни. Целая онлайн-энциклопедия. Пока используют на презентации, затем перенесут в библиотеку. Очень удобно, говорит Хазрат из Башкортостана. Мавлимзан Сибгатуллин вспоминает свои студенческие годы. Заранее записывались в библиотеку, только там можно было найти редкие книги. Религия, наука – это едино. Без этого не бывает. И пророк Мухаммад алейхиссалям к этому учил. Учил освоить религиозное образование, получать и светское образование. Теология и технология в стенах Болгарской исламской академии станут одним целым. Вся работа образовательного комплекса автоматизирована, включает в себя несколько обучающих модулей. Студент набирает себе модули, которые ему нужны, и это отражается в учебных планах всего учебного заведения, в учебных планах преподавателей, в учебных планах аудиторий. Рабочими языками академии станут арабский и русский, потому что среди преподавателей в основном зарубежные педагоги из Марокко, Сирии и Египта. Здесь будут учиться магистры и доктора, то есть, в принципе, это штучный товар, где-то человек 30 первый год. А так мы, в принципе, планируем около 100 человек, хотя здание оно очень большое, предусмотрено одновременно на 250 человек. Абитуриенты не только из Татарстана и Башкортостана. В планах широкая география – охватить Кавказ и Крым. Первый камень в основании будущего образовательного комплекса заложили 21 мая 2016 года. На строительство уникального учреждения ушел всего 1 год. И уже 2 сентября Болгарская исламская академия примет первых студентов. В июле на территории академии запустят летнюю школу, привлекут претендентов на обучение. В это время и опробируют образовательную систему. Лучшие станут первыми студентами. Александр Севастьянов, Андерсон Тальцев, ТНВ, Спасский район. Это новости Татарстана, и вот о чем далее. Первый выпускной за последние 5 лет. Я выбрал именно такой сложный путь. Не просто отслужить в армии и все, а отдать армии всю свою жизнь. Затем, как казанские военные получали диплом и новые звания, наблюдал Сергей Хайдаров. Поле для чемпионов. Как татарстанец допахал до финала всероссийского конкурса Лина Зинатуллина. В Татарстане выстроены успешные финансовые отношения, обеспечен устойчивый бюджет. Республику ставили в пример на Всероссийском совещании в плане пополнения федеральной казны. В Казань съехались руководители финансовых органов субъектов России во главе с министром финансов России Антоном Силуановым. Доходная часть бюджета – это отражение развития экономики. Уже много лет основными приоритетами республики является создание новых высокоэффективных производств, повышение инвестиционной привлекательности. Эти направления закреплены в стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года. Татарстан как раз отличается от других регионов, от многих регионов тем, что проявляет особую активность в привлечении ресурсов, инвестиций сюда, в республику. Здесь выстроены очень хорошие финансовые отношения и устойчивый бюджет. Прямой рейс между Казанью и Минском позволит туристам лучше узнать историю и культуру соседей, а молодежь из Минска сможет обосноваться в Иннополисе. Эти темы обсудили сегодня в Москве в рамках форума регионов России и Беларуси. Все подробности у нашего собственного корреспондента в Москве Дины Газалиевой. Сегодня все новостные ленты начинались сообщениями о московской погоде. И в кулуарах Российско-Белорусского форума эта тема стала самой обсуждаемой. Но гостей столицы погодные катаклизмы не напугали. И они, шутя, рекламировали свою сельхозпродукцию. Что, град как перепелиное яйцо? Ну что вы, уверяли белорусы, наши перепелки несут яйца куда большего размера. Но от шуток к серьезному плотные контакты с регионами. Результат 25-летнего сотрудничества двух стран. Как и общая продукция. Белорусские МАЗы и БелАЗы по начинке практически целиком российского производства. Товарооборот Республики Беларусь с такими субъектами Российской Федерации, как Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, превышает товарооборот Беларуси со многими зарубежными государствами. Правда, с другими регионами он сократился на 5%. Активизировать сотрудничество призвали сегодня на форуме, а в Татарстане уже через неделю в рамках Дней поля будет выставка белорусской продукции. В больших объемах закупается сельскохозяйственное оборудование, вопросы селекции, семеноводства, картофеля, других культур. И главное, рынок по использованию нашей продукции открыт для татарстанцев со стороны белорусских
товаропроизводителей. В том числе и для татарстанских автозаправок и продуктов нефтехимии. А Иннополис открыт для продвинутых молодых белорусов, IT-компаний. Способствовать контактам будет и прямой авиарейс Казань-Минск, запуск которого сейчас обсуждают стороны. А общая цель участников сегодняшнего форума – развивать между странами умную экономику, чтобы у России и Белоруссии появились новые межотраслевые проекты в сфере высоких технологий. Начать решили сегодня с отмены телефонного роуминга между странами. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ирашов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. Первый выпускной за последние 5 лет. Сегодня звание офицеров российской армии получили 70 выпускников Казанского танкового училища. Только в этом году он вернул себе статус самостоятельного учебного заведения Минобороны. Идеально прямая спина, четкий шаг и, конечно же, песня. Сегодня праздник не только для курсантов, но и для всего училища. Свой первый за 5 лет выпускной Казанская танковая отпускает 73 офицера армии. Больше всех в этот день волнуются их родители. Я ждала от сына весточку на телефон, звонок его, что вот он мне позвонит, скажет: мама, все хорошо, не волнуйся за меня. Вот мы очень, конечно, волнуемся. Теперь, по словам матери, ее сыном гордится все Азнакаева. Айнур Гарипов стал первым выпускником танкового училища за историю города. Каждый человек должен отдать честь своей родине. А я выбрал именно такой сложный путь. Своим призванием военное дело считают и однокурсники Айнура. Сегодня на плацу не привычная маршировка, а праздничный концерт. И на плечах выпускников не только офицерские звезды, но и большая ответственность. Училище приобрело самостоятельный статус военно-учебного заведения. Это тоже знаковое событие. Я надеюсь, что наши лейтенанты, выпустившись сегодня из стен училища, никогда нас не подведут. Теперь выпускникам Казанского танкового училища полагается заслуженный отпуск. Однако отдыхать им долго не придется. Уже в августе этого года они в звании офицеров отправятся в военные части по всей России. Сергей Хайдаров, Ринат Сафин, ТНВ Казань. А эти выпускники уже абсолютно мирной профессии, но востребованы в Татарстане, пожалуй, как никто другой. Сегодня 170 ребят Казанского колледжа строительства получили дипломы. Салават Мухаммадуллин поздравил их с окончанием учебы. Расчеты и чертежи – вот чем привлекает Ландыш Калимуллину техническая специальность. За время обучения четко для себя решила – будет сметчиком. Профессия и востребованная, и высокооплачиваемая. Сначала появился предмет смета, и мне как-то все вот это понравилось. Вот эти вот все расчеты, как вот это вот все делает. Составлять эти таблицы. Я решила то, что это все мое. Традиционно в колледже больше юношей. Это техники, прорабы и архитекторы. Вот и Айнур Нигматзянов – будущий проектировщик. У меня всегда была склонность к техническим предметам. Любил чертить, любил физику и хотел стать строителем-архитектором. Душа к этому больше тянется. И тем более я рисовал с детства. В этом году дипломы о среднем профессиональном образовании получили 170 ребят. Все выпускники востребованы, и без работы здесь никто не останется. Выпуск этого года удивительный, очень востребованная специальность. Это строители, это среднее звено. Более того, я хочу похвалиться, что наши выпускники умеют работать и руками, и головой. Этот выпуск юбилейный. В 2017-м колледж отмечает свое 70-летие. Большой опыт, квалифицированные преподаватели и новые технологии. Вот секреты его успеха. Салават Мухаммадуллин, Лиса Мустафина, Азат Самигуллин, ТНВ, Казань. Пока одни только закончили колледж, другие уже стали профессионалами, а работа у них пахать и пахать. Сегодня в Башкортостане стартовал всероссийский чемпионат по пахоте. Солидный состав участников из Татарстана. Кто допахал до финала, расскажет Лина Зинатуллина. Многотонные тракторы бороздят поле легко, как корабли на волнах, ведь за рулем мастера своего дела. Альберт Акбаров из Мамадышского района впервые на чемпионате России, но надеется на успех. Конечно, тяжело первый раз. Привыкаем, учимся. Что умеют пахари, оценивают по 13 критериям. Финал ждет лишь 10. На чемпионате в этом году 3 татарстанцев. В прошлом году в Тюмени наш участник выиграл 3-е место. В этом году тоже мы попали в финал. Финалистом стал Ирик Галиев из Атнинского района. Механизатор легко отпахал отборочные состязания и турнир по мастерству управления трактором. Уже завтра лучшие пахари поборются в финале за главный приз чемпионата – автомобиль УАЗ «Патриот». Лена Зинатуллина, Фанис Фатхиру, Зелимамов, ТНВ, Уфа.
Как бывает трудно сохранить урожай, но еще труднее сохранить семью. Мы продолжаем наш проект в объективе ТНВ «Большая семья». 8 июля на нашем канале в эфир выйдет ток-шоу «Тема развод за и против». Что может стать причиной разлада в семье и могут ли дети повлиять на решение родителей? Вопросы мы адресовали татарстанцам. Что может стать причиной для развода у вас или вообще? Измены, например. Финансовые трудности. Измена. Возможно, разные жизненные принципы. Если бы муж мне не помогал, не поддерживал меня, не воспитывал моих детей. Ну, наверное, измена, да. Сейчас, наверное, финансовые трудности. Неверность, обман. Не сошлись характерами. Наличие детей играет роль при решении о разводе или нет? Ну, конечно, играет. То есть некоторые люди остаются из-за детей только. Ну, как ребенок не может повлиять, я думаю, то, что если у мамы с папой, он тоже будет в напряженном состоянии постоянно. Мужчина всегда оставляет женщину, а не детей. Если люди не подходят друг к другу, они будут только друг друга раздражать, трепать нервы и себе, и дети также это чувствуют. Все равно такая семья распадется. Можно терпеть, на все глаза закрывать, но это очень тяжело. Именно что не разводись, а живи, воспитай, ну хотя бы ребенка на ноги надо поднять. Но есть и те, кто семейный очаг хранит до 100 лет. Банат Минахметова из поселка Нагорный встречает вековой юбилей в большой дружной семье. 2 детей, 4 внуков, 8 правнуков и уже 2 праправнука. Вся жизнь в семье и работе. Секрет долголетия, как говорит сама именинница, в доброте и любви. И на этой позитивной ноте мы завершаем наш выпуск. Увидимся в 21:30. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». Природа – это красота, которая всегда рядом с нами. Наша задача – беречь этот дар. Изо дня в день, поддерживая хрупкий баланс. Казань-Оргсинтез. В гармонии с природой. С 5 по 7 июля в селе Большие Кабаны состоится крупнейшая агропромышленная выставка-форум «Всероссийский день поля-2017». Бесплатные автобусы от станции метро «Проспект Победы». Справки по телефонам 570 51 11. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики поздравляет всех татарстанцев с окончанием посевной кампании. Добро пожаловать на национальный праздник Сабантуй. Предельно выгодные условия кредита с гарантией обратного выкупа. Новое предложение для покупателей «Лада Веста» и «Лада X-Ray» в Азино Авто. Новая «Лада» за 5900 рублей в месяц. Успей купить «Лада» сейчас. Весь июнь в Мебельграде каждому покупателю такси за наш счет. Туда и обратно. От мух Мухаяр. На целительные воды приезжайте в Шефал-ИСУ и Жминводы. Спешите, действуют акции. Скидки до 20%. Корстон и Препати Холл представляют 30 июня. Королева Евродиска. Обворожительная Сиси Кетч. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. Уважаемые абитуриенты, Казанский государственный аграрный университет объявляет прием документов на очную и заочную формы обучения. Начните путешествовать с компанией «Семейный чемодан». Комфортабельные автобусы довезут вас до любой точки нашей страны. Быстро, безопасно и недорого. Казань. Торговый центр «Караван», офис 234. Подробности по телефону и на сайте www.chemodantour.ru. Уважаемые абитуриенты, Российский исламский институт объявляет набор по следующим направлениям: теология, лингвистика, экономика, журналистика. В Республике Татарстан дан старт 5-му ежегодному телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане.
Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Сборная Германии по футболу вышла в финал Кубка Конфедерации, в котором 2 июня сыграет против команды Чили. В полуфинале немцы разгромили сборную Мексики со счетом 4-1. А хоккеисты казанского «Ак Барса» сегодня вышли из отпуска и начали прохождение медицинского осмотра. С 3 по 9 июля барсы будут тренироваться в Казани. Далее все пройдет по традиционным планам в хорошо знакомых местах. Сначала команда проведет учебно-тренировочный сбор в Финляндии. На 26 июля запланирован контрольный матч с «Нефтяником», который пройдет в Альметьевске. 28 июля «Ак Барс» проведет в Казани товарищескую встречу с нижнекамским «Нефтехимиком». Дальше 2 турнира в Нижнем Новгороде и Риге, а новый чемпионат КХЛ в этом году стартует 21 августа. К другим темам. По завершению Кубка Конфедерации спортивной Казани скучать не придется. В июле наш город примет ряд мероприятий всероссийского и международного уровня. Столица Татарстана 22 и 23 июля примет этап чемпионата мира по авиагонкам. Воздушная трасса растянется вдоль Кремлевской набережной, а взлетно-посадочная полоса будет на автодроме Казань-Ринг. Но перед этим в первую неделю месяца в Казань съедутся волонтеры из почти сотни стран мира на образовательный форум студенческого спорта. Также в июле столицу ждет 6-я международная конференция министров спорта и 3-й всероссийские пляжные игры. Мы еще раз подтвердим статус нашего города как активного спортивного города, где проводятся не только большие спортивные проекты, но и крупные образовательные проекты, которые нацелены на то, чтобы поделиться опытом, поделиться знаниями. Продолжаем. Начало июля пора Сабантуев. Главным украшением праздника традиционно является национальный вид борьбы крэш. Из народной забавы он превратился в международный вид спорта. По крэш проводят чемпионаты Европы и мира. А спортсмены помимо барана ведут борьбу за автомобили. Настоящей кузницей борцовских кадров является Автоград. В Набережных Челнах активно готовятся к Сабантую. Почти все знаменитые челнинские чемпионы и призеры выходцы Витязя. Многих из них можно увидеть на тренировке. Независимо от возраста и профессии, борцовская кровь течет в жилах каждого из них. В скором времени в Набережных Челнах вновь будет создана и городская федерация татарской борьбы. Ее должен возглавить мастер спорта, известный благотворитель Радик Равилов. С созданием федерации, я думаю, у нас будет возможность заниматься не только с детьми в детской спортивной школе, но и привлечь, что называется, любителей. Они будут не только сами повышать свою квалификацию, но и молодым будут помогать в решении достижений высоких спортивных результатов. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Настало время низких цен. Задумались о кухне? Хотите быстро, качественно и недорого? Звоните в «Данил Мастер». Закажите кухню сейчас и получите сушилку и мойку в подарок. Доставка и установка бесплатная. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Первый летний месяц не баловал татарстанцев жаркой погодой. Вот и в предстоящие сутки вновь ожидается небольшое понижение температур и осадки. По данным Яндекс.Погоды, на юго-востоке Татарстана ожидается переменная облачность, пройдут дожди. Ночью будет до 10 градусов тепла, днем же до плюс 22. На северо-востоке ожидаются дожди, во второй половине дня сильные. Ночью будет плюс 11 градусов, днем же до плюс 19. На севере Татарстана переменная облачность, днем дожди. Ночью плюс 9, днем же до 19 градусов, выше 0. На северо-западе республики местами ожидаются ливневые дожди. Ночью будет плюс 10, днем же до плюс 20 градусов. На юго-западе Татарстана ночью без осадков плюс 14. Днем же дожди, местами сильные, температура воздуха составит плюс 23 градуса. И в центральном районе республики не обойдется без осадков. Ночью плюс 11, днем же до плюс 20. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Игровой мир. Разработка и изготовление металлоконструкций и корпусных изделий из листовой стали. Лазерная резка. Собственное конструкторское бюро. Реализуем ваши идеи. Игровой мир 560-2020. Спонсор выпуска – группа компании «Игровой мир». Обладает огромным опытом и полным спектром услуг металлообработки. Собственное конструкторское бюро, лазерная резка и производство корпусных изделий из листовой стали. Телефон в Казани 560-2020. В предстоящие сутки в Казани ожидаются дожди. Ночью будет до 13 градусов тепла, днем же до плюс 22.
Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха повышенная 99%. Магнитное поле Земли спокойное. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.